Как дожить, что делать? И вдруг мимо тебя проезжает белая тонированная девятка, а по тем временам это примерно то же самое, что Rolls-Royce Linear. И она задним ходом джип-джип-джип-джип-джип сдает к тебе, открывается дверь, высовывается молодой человек и говорит: Алексей, ну что вы там стоите на остановке, жметесь? Вы садитесь, я вас до дома подвезу. Ну, я говорю: не могу, что я сам как-нибудь доводил. Ну, привлекаемся, в результате уговорил меня. Я действительно сажусь в машину, он меня подвозит. И потом ситуация происходит следующая. Когда я уже ухожу, он говорит: вы знаете, я всегда хотел, чтобы у меня был вот такой же работник, как вы. Очень мне вот на телевидении нравитесь, мне было приятно работать вместе с вами. У меня своя компания, мне нужен финансовый директор. Подумайте на досуге, может, вам будет любопытно. И я 4 года отработал финансовым директором в этой компании. Мы ее подняли до достаточно высокого уровня. Это одна из ныне федеральных известных компаний. У нее все сложилось очень удачно. А расстались мы, наверное, я уже говорил Антону о том, что мне не всегда хватало понимания. Вот вы все предприниматели, да, и у вас хватает внутреннего состояния, уверенности и риска для того, чтобы принять какое-то решение и поверить, ну, в самую нереальную тему, но вы в нее верите. Вот примерно то же самое мой работодатель и собственник бизнеса рассказывал: Леха, ты знаешь, я очень хочу себе радиостанцию. Какая радиостанция? Ну что, о чем вы говорите? Какое радио? Ну там говорит трансляционная сеть, и все. Собственно говоря, это все, что я знаю. А второе, ты знаешь, очень хочу собственный самолет. Громко смеялся над ним, обижал его, я теперь понимаю, но результат: компания развивалась, у человека и собственный самолет, и радиостанция уже не одна. Поэтому на самом деле бизнес пошел. Здесь, видите, как не было вот этого предпринимательского чутья, не смог ему поверить, не поверили друг друга, разошлись, и ситуация повернулась таким образом, что мне очень захотелось стать журналистом. Ну, вроде профессия такая не очень востребованная на тот момент, но как-то мне захотелось попробовать. А получилось так, что пришел давать интервью в одну из газет. Ну, там разговаривал с журналистом. Он говорит: вы так больше говорите, а может быть вы и писать можете? Я говорю: не пробовал никогда. Ну, так и попробовали бы. Ну, я и попробовал. За 1,5 года стал журналистом. Ну, знаете, журналист — это тот, кто закончил, конечно, факультет журналистики и имеет профессиональное образование. А я такой журналист-самоучка. Ну, публикации ежедневные в разных газетах и журналах позволяли жить, позволяли зарабатывать, ну и позволяли чувствовать себя уверенно. А потом происходит что? Знаете, вот очередной виток, очередной раз переворачивается наш с вами калейдоскоп, и все начинают трудиться в администрации. Все идут там в администрацию городов, по регионам. Я смотрю по телевизору, а какие-то люди все время в галстуках, они выступают, говорят: надо идти направо, надо налево. Думаю, как же так получается, что они вот кому-то говорят, а я вроде и знаю, куда идти, и сказать-то хочу, да не слышит никто. Ну как, открывает рыба рот, да не слышно, что поет. Но для себя решаю: нет, надо попробовать. Ну уж поскольку тебе довелось быть журналистом, то начинать надо с пресс-конференции. И ну, на пресс-конференции, а у нас как раз прошли выборы в городе, появился новый губернатор, ну, на пресс-конференцию один из новых губернаторов выступает, пресса его клюет вдоль и поперек. Он так вяло отбивается от прессы, тогда еще была активная пресса, она любила там все это клевать всех подряд. Вот, и он такой недовольный выходит, я к нему подскакиваю, говорю: решите, к вам интервью бы хотел у вас взять. Ну, приходите, пытался. Приходи в Смольный. Ну, прихожу в Смольный, сидит абсолютно недовольный там этот вице-губернатор. Говорит: вот, вы знаете, до таким интервью мы не дошли, а началось с того, что все плохо работают с прессой, что журналисты не любят, что пишут только всякую грязь. Ну, говорю: знаете, может быть, вы просто готовить их не умеете, может быть, вы плохо работаете с прессой, может быть, вы просто плохо им рассказываете, поэтому они так о вас пишут.
А тем более, что в то время так было, что многие вообще ничего не говорили. А вакуума не бывает информационно, да, в любом случае, какая бы информация ни была, она появится, да, либо ты дашь ту, которая, по твоему мнению, является правдивой, либо она появится та, которая считается правдивой по мнению журналиста. Упал. Хорошо, что не надо. Вот. Ну и, соответственно, мы с ним переговорили, он говорит, вот, вы знаете, вот критикует, вот взял бы кто-нибудь, пришел бы, то помог. Ну так, слово за слово, в результате я пришел помогать работать с журналистами, потом оказался советником, помощником. Потом все проблемы, которые были в то время в Петербурге, они были связаны с транспортом, который никого не возил и никуда не ездил. Ну, в общем, я 4 года руководил транспортом Санкт-Петербурга, перевозил там метро, трамвай, троллейбус и так далее. Вот такие чудеса, да, с текстильным образованием. Все было очень интересно, у нас тогда начиналась только вот эта коммерциализация, появились маршрутки. Я пришел как раз в тот момент, когда, знаете, бизнес очень специфический, и он в то время был очень сильно криминальным. Они между собой маршруты делили при помощи маркировки, там, поджигания автобусов, разбивания лица друг друга. Ну, вот эту систему пришлось каким-то образом урегулировать, ввести правила игры. Я никогда не забуду, когда я первый раз их собрал всех вместе, они вообще увидели, что перевозчики друг друга не на стрелках можно собираться, а там в актовом зале. Ну да, малиновые пиджаки, красивые такие ребята. И вдруг я такой маленький вхожу, и такой голос, говорит, этот из текстильного института нас учить будет. Ну, честно скажу, меня как-то не так глубоко затронули. Я сказал, я говорю, не только учить вас буду, вы еще и по моим правилам работать будете. Ну, в общем, так получилось, мы отработали правила, организовали, бизнес каким-то образом заработал. Опять перевернулся, пошли работать дальше. Мне повезло, я 5 лет работал в футбольном клубе «Зенит». Так получилось, выросший в Петербурге, 79-го года болеет за футбольный клуб. Ну, знаете, как всегда сидел на стадионе, смотрел, как вокруг скамейки запасных ходят все одетые в тужурки с надписью «Зенит». Думаю, ну какие счастливые люди, у них работа есть, и вот в моем любимом клубе работают. Я оказался, был пиар-директором футбольного клуба «Зенит» в течение 5 лет. Мы очень активно работали с вашими крылышками самарскими, ну, для тех, кто из Самары. Вот. Ну, вот на самом деле так все. А сейчас я работаю в компании Hyundai, это большая корпорация корейская. Так получилось, что, наверное, лет 15 я уже общаюсь с различными подразделениями этой компании. Ну, у них немножко другая организация бизнеса. Вы знаете, что люди, которые пришли работать, и я 15 лет назад познакомился с молодым пацаном, который пришел работать переводчиком в представительство Hyundai в Москве, а через 15 лет своими операциями, движениями страны из региона в регион, он оказался вице-президентом. Да, это немножко другой уровень, у них другой уровень решения. Поэтому, соответственно, когда уже получил приглашение, до этого было приглашение, еще в Питере построили автомобильный завод, Hyundai туда прийти пиар-директором, но кризис помешал это сделать. А сейчас вот я работаю уже в Москве, в представительстве Hyundai, занимаемся мы электроэнергетическим оборудованием в основном, но так получается, что поскольку компании концерт очень крупный, профилей деятельности много, то сейчас вот, например, у нас как бы такой наиболее горячий живой проект – это перевод транспорта на газ. Вы, наверное, слышали о том, что президент уже в течение нескольких недель или месяцев об этом говорит. У Hyundai очень большой опыт в Сеуле, одном из крупнейших мегаполисов мира. Весь общественный транспорт работает только на газу. На самом деле это сильно спасает экологию, это очень сильно влияет на экономику. Ну и вот такой проект мы реализуем. Ну, наверное, вкратце я рассказал про себя все, а теперь с радостью отвечу на ваши вопросы.